Билал Саидов родился в 1914 году в селе Махкиты Веденского района в семье крестьянина. После школы учился в театральной студии в Грозном. В 1933-1936 годах в Тбилисской театральной студии. Получив специальность режиссера, вернулся домой и стал работать актером и помощником режиссера Чечен-Ингушского драмтеатра. В 1941-1942 году Билал Саидов служил в советской армии. Затем был ответственным секретарем газеты «Красное знамя». Писать начал в 1938 году. Его пьеса «Зайнаб» о национально-освободительной борьбе чеченского народа против царизма с успехом шла в театре. В первых стихах Билала Саидова звучит тема «Долга советского человека защищать свою родину». Патриотизмом проникнуты многие стихи, созданные им в годы Великой Отечественной войны. Некоторое время Билал Саидов был собственным корреспондентом газеты «Ленинский путь». В 1957-1959 годах работал режиссером Республиканского кукольного театра, заведующим литературной части Чечено-Ингушского драматического театра имени Ханпаши Нуродилова. В 1960 году он написал вторую пьесу «Горы просыпаются». Читательское признание получили сборники стихов Билала Саидова «Миру мир», «Голос сердца», стихи о Грузии. Саидов перевел на чеченский язык многие произведения русской и мировой классики советских современных зарубежных авторов. На сцене Чечено-Ингушского драмтеатра с успехом шли переведенные им пьесы «Лекарь по неволе» Мольера, «Хаджа Насреддин» Виткевича, «На заре» Соловьева, «Дороги любви» Базоркина, «Без вины виноватые» Островского, «Хороший конец» Чехова, «Тополек моей красной косынки» Айтматова, «Кровавая свадьба» Лорки, «Последняя остановка» Ремарка, «Юность отцов» Горбатова и многие другие. Саидов перевел на чеченский язык роман Лермонтова «Герой нашего времени» и множество стихов великого поэта. Нечто важное, необходимое о противостоянии ценностей масштабного значения – вот что характеризовало поэзию Билала Саидова. Зримость образов, предметность характерна для чеченских поэтов. Такова лирика Саидова. Во многих его стихотворениях звучат рефреном такие реалии, как «дом», «очаг», «окна». Дом в поэтическом пространстве Саидова – место, где происходят все знакомые события. Рождаются дети, мать дает им грудь. Поется колыбельная песня, чтоб мирно спали в колыбелях повсюду наши малыши. Играют свадьбу, в доме женщины месят тесто и пекут хлеб. Дом и мир едины. Люди просто строят дом, а обустраивают и оберегают мир. Драматическое осмысление опасности терроризма, ломки привычных устоев жизни, обычаев, традиций придает контрастный колорит творчеству Саидова. Определяет накал ее публицистической страсти, богатую психологическую палитру характеров героев. Внутренне напряженно, с тревогой за общество живет герой Билала Саидова. Он поэт, который умел видеть светлые, празднично возвышенные стороны жизни. Соответствует и образный ряд. Жемчугом роса, шепот влюбленной парочки, рассвет, радуга. Но вместе с ними поэт плотно вводил в свои произведения эмблематику мрачных, зловещих сторон действительности. Ослепляющие взрывы, фугас, мундир, слова «в траур одетый дом», вой БТР. Эмоционально равнонаправленные образные ряды схлестываются, формируя единое, парадоксальное, вместе с тем гармоничное художественное пространство. Он много и тяжело болел последние годы. Редко появлялся на людях, не мог помногу работать. Война окончательно подорвала его здоровье. Его не стало в 1994 году. Было время, когда Билал работал актером. Играл самых разных персонажей и даже в сказках. В этот период ему посчастливилось познакомиться с писателем, драматургом Саидом Бадуевым. И тогда настал день, когда Саидов понял, что литература для него – неотвратимая неизбежность. У нас как-то же принято говорить о подобных ситуациях, когда писатель становится писателем не благодаря, а вопреки обстоятельствам, хотя иногда это вопреки, при всей безусловной его отрицательности, играет в судьбе человека роль, хоть и суровую, а праведную. Важно лишь только, чтобы подобная стимуляция совпала еще и с талантом. Так и произошло с Саидовым. Он стал профессиональным литератором не по своему вроде бы желанию, а по печальной необходимости. Но жизненная раскладка вышла такая, что дальше у него пошло хорошо. В 1938 году он сочинил многоактивную пьесу «Зайнаб», которую поставил на сцене первый чеченский режиссер Харон Батукаев. Пьеса имела большой успех, а на республиканском конкурсе ей была присуждена вторая премия. За годы поэтического творчества с интервалом в 2-3 года вышло около 20 его поэтических сборников. Среди них такие, как «Голос сердца», «Солнце в горах», «Горный родник», «Избранная», сказка-трилогия, «Храбрый Сулим» и другие. Какое удивительное, неповторимое чувство испытываешь, когда живописное полотно, тонкая художественная ткань неожиданно вдруг оказывается еще и научным трактатом, своим языком искусства, анализирующим общественное явление. Так это и в ярких сборниках Саидова.
Судьба отнесла Билала Саидова к роду мальчишек военной поры. Он голодал в ту пору, не тяготясь этим, впрочем, как любой мальчишка тех лет. Неестественная укороченность жизни многих ребят того поколения идет от того, что они не добрали в те трудные годы. Не зря говорится, будто заложенное поначалу действует на всю остальную жизнь. Да, это не хватило на долгие годы, но хватило доброты, человечности, теплоты, которым озарен был талант Билала Саидова.